Здравствуйте! С вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия» с передачей «Городская среда». Сегодня мы вам расскажем об отчете депутата Якутской городской думы по Сайсарскому округу номер 3 города Якутска. Традиционно депутаты Якутской городской думы проводят отчеты перед избирателями. Такой отчет состоялся у депутата городского округа город Якутск по Сайсарскому избирательному округу номер 3 Станислава Ивановича Сивцева. Территория одномандатного избирательного округа достаточно большая. В границы округа входят 10 избирательных участков. Число избирателей составляет на 1 января текущего года более 18 тысяч человек. Отчет состоялся в средней школе номер 20. Состоялся оживленный разговор с горячими вопросами. Обсудили многие аспекты жизни, начиная от ведерно-выносной системы в деревянных домах до отсутствия светофоров и проблемы с маршрутными автобусами. 8-й маршрут, он ходит утром, получается, 10-15 у него минут расстояния, а потом оно увеличится до получаса. Особенно зимой, когда это холодно, и ты стоишь на этой остановке, смотришь, там, допустим, на конечке стоит этот автобус, он раз и не поехал. То есть я вечером, допустим, еду в 7 часов, я выхожу, он то ли раньше уйдет, то ли позже уйдет. И я могу там до 40 минут стоять на этой остановке. Ну, я такой же человек, я тоже хочу домой. Но на самом деле как-то, наверное, этот вопрос надо урегулировать. Даже ходила у нас здесь пятерку убрали. Ну, то есть вот у меня ребенок занимается фигурным катанием. Чтобы ей со школы доехать до Ледового дворца, она, получается, садится на 8 или на 16, доезжает до Ростелекома, все остальное время она идет пешком. Я считаю, что это неправильно, все равно мы как район, мы большой район, жителей здесь много, а у нас все забирают, убирают. То есть пятерку забрали, там какие автобусы ходят, я даже не знаю толком, какие ходят. Депутат Станислав Иванович Сивцев отчитался о проделанной работе. Он сказал о том, что следит за происходящим в округе, оказывает содействие в установке теплых, так и обычных остановок на маршрутных автобусах, обращает внимание на ремонт дорог. Но особое внимание депутата – это переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В округе такого жилья, к сожалению, достаточно. Станислав Иванович подробно остановился на этом вопросе и рассказал о проделанной работе. Он напомнил избирателям, что необходимо вести активную работу и самим жителям округа, так как все вопросы рассматриваются по личному заявлению граждан. И если не подавать заявление лично в различные органы власти постоянно, то проблема сама по себе не сдвинется с места. Ну, встреча прошла хорошо, в принципе, в теплой обстановке, все друг друга поняли. Но единственное, что надо побольше таких встреч с жителями Сайсарского округа. В заключении встречи с избирателями депутат Станислав Иванович Сивцев попросил внести в протокол собрания все наказы избирателей. По моей инициативе с 2014 года компания ООО «Высота» были расселены жители с улиц Бекетова, Притузова, Ильминская, Лонгинова, Чехова в Сайсарском округе. Более 100 жителей Сайсарского округа получили новые квартиры на общую сумму 97 миллионов рублей. Жители Сайсар не должны жить при ведерно-выносной системе. Вы должны жить в современных, комфортных условиях жизни. Это не только благоустроенные дома, это детские сады, школы, культурно-досуговые центры, спортзалы и другие объекты для услуг. Необходимо все ветхие постройки в деревянном фонде признать аварийными. Сайсары – это не окраина. Сайсары – это округ, имеющий большую перспективу. Депутат Якутской городской думы Станислав Иванович Сивцев 10 лет представляет интересы жителей Сайсарского округа столицы Якутии. Он входит в состав постоянных комиссий Якутской городской думы по градостроительству и архитектуре, а также по городскому хозяйству и экологии. Являясь руководителем компании «Высота», занимается застройкой города Якутска. И свой опыт он активно использует в работе Якутской городской думы. Жители Сайсарского округа города Якутска часто обращаются к нему за помощью именно по этим вопросам.
Елена Михайловна, вот Владимир Иванович, муж ваш, да, пришел, обратился ко мне по поводу условий вашего проживания и по решению Якутского городского суда о предоставлении вам взамен жилого помещения, да? Вот. Мы прошли, прежде чем, как говорится, обращаться в департамент жилищных отношений или судебных приставов, да, для разрешения вопроса, посмотреть, как вы проживаете на самом деле, да, чтобы это было не голословно. Ну, конечно. Вот, поэтому, Владимир Иванович, а я хотел бы задать вопрос. У вас здесь сколько квадратов? Эта комната вот 16, а общая площадь квартиры 26,6. 26,6, да? Да. Ага. Вот здесь вот они в письме указали квадратуру 25,4. Вот. 26,6, Ну, да? паспорт, техпаспорт. Нет. Потому что вот Я- мы в ноябре делали прошлого года. Ясно. Хорошо, понял. Хорошо. Ладно, мы видим, что действительно проживать в таких А на условиях кухне вам невозможно. невозможно. Вот Да. с толком под ним где-то вот такие подставки, чтобы он более-менее ровно стоял. Хорошо. Ничего хорошего в этом нету, конечно. Ну, конечно. Ну, мне уже 72 года. И давлением 200 постоянно. После инсульта, уже. в общем. И плюс сахарный диабет, в общем, и Ну, помыться, сполоснуться где-то что-то, в общем, горшечная. У нас на система холодная вода есть у нас. И то мы добивались, в общем, у нас отопление здесь провели в 2004 году. Только. Ой, письма мы еще с Бородина начинали, бегали, старались, это долгая история была. Ясно. Ну, понятно. Все, мы, по крайней мере, уже с ДЖО начали отрабатывать. Ссылаются на решение суда. Я, опять же, обращаю их внимание на то, что они ссылаются на жилую площадь, а не на квартиру. Ну да, они вот Да, 16 квадратов, и да, все. я поэтому приехал убедиться. Вот. А в своем письме они пишут, что готовы рассмотреть не менее 25,4 квадратных метрах. Да. Постараемся, как говорится, отработать ваше обращение вот, по этому поводу, да. И будем держать связь с вами. Хорошо? Будем надеяться на лучшее. Ну, в общем, мы вот извините, что перебил, в общем, вот ежегодно я вот по плинтусам, вот по осени, 5-6 тюбиков пены заливаю, чтобы хотя бы как-то. Вот зимой сейчас потеплело, а если бы сейчас было ноябрь-декабрь, палас поднимаем, поднимется. Поднимем. Станислав Сивцев постоянно работает с обращениями граждан. Так, к Станиславу Ивановичу обратилась Лидия Федоровна Зуева, которой уже 82 года. Ее дом был признан аварийным окружной администрацией города Якутска еще в 2012 году. Жить в нем невозможно, так как дом наполовину сгорел, нет удобств и здание разрушается. Но окружная администрация не включила в дом федеральную программу по сносу аварийного жилья. Я пошла в ДЖО, как положено. В ДЖО, значит, в 2017 году поставили на очередь. Как в 2018 я обратилась, до этого я все время ходила и спрашивала в ДЖО, как, что продвигается, что там, как. Они сказали, в 2018 году бумажку дали и сказали, срочно дайте документы сдать. Ну, я сдала, срочно все сделала, как положено, в БТИ ходила, там заплатила за что и все. И обратилась туда, в департамент. Но мне сказали, ждите, никто ничего не... Хоть бы пришли какая-то комиссия или что ли, хотя бы спросили, вы там живете, и это... Никто ничего не приходил, они же аварийным признали. Обратилась к Станиславу Ивановичу, и вот и пошло дальше. Ответ дал на Волоков. Сказал, что ориентировочно, не можем пока ничего. А когда суды уже начались, мэрия сказала, денег нет, квартиры не строим муниципальные. Судились, суд выиграли все 4 раза. Да, потом уже крайне мы сделали это, пошли на компенсацию деньгами. А вот этот человек, Станислав Иванович, он помог. Дай Бог ему здоровья и счастья в жизни. Иск в суд по выплате материальной компенсации благодаря поддержке депутата Станислава Сивцева был удовлетворен. С такой же проблемой обратилась к народному депутату и Анна Егоровна Амосова. Ей 78 лет. Всю свою жизнь она проработала учителем физики.
Анна Егоровна получила за свою работу небольшую комнату в городе Якутске по адресу Лонгинова, 22А. Дом этот старинный дом, с 1939 года, как рассказывали. Откуда-то перевезли, и мы там жили учителя. В том доме только вода была, отопление только было. Туалет общий был на улице. Но с годами уже, оказывается, человек не хочет на улицу ходить. И воду на санках таскать, на себе возить. Лично я осталась совсем одна, с 3 внуками. И если бы Станислав Иванович не бегал, не старался, кто за меня бы бегал? Ну, когда иметь благоустроенные квартиры, это просто благодать. Все есть. Окна эти современные, батареи современные, ремонт чистовой у меня. Как я сама это сделаю? Нет, конечно. Все готовое. Вентиляция, все, электричество, все готово. Готовить только зашла. Вот это сигнализация, домофон. Вот. Очень хорошо. Депутат Якутской городской думы решил проблему пожилой женщины. Помог получить новую квартиру, обеспечив достойную старость. Деятельность депутата высоко оценивают его избиратели. Проблем в городском округе город Якутск много, и призваны их решать депутаты Якутской городской думы. Но без активного участия самих горожан проблемы эти решить невозможно.